Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. День за днем идут эти дни Рамадана. Пусть Аллах Субханаху ва Та'аля примет от нас и от вас наши благие деяния и простит наши и ваши грехи. Амин. Братья мусульмане, сегодня поговорим мы о достоинстве чтения Корана. Достоинства чтения Корана очень много. Иншаллах, некоторые из них сейчас мы расскажем в этом видео. Аллах в Коране говорит: «Инна алладин ятлуна китаб Аллахи ва акаму ссалата ва анфаку мимма разакнахум сирран ва алания ярджуна тиджаратан лан табур». Те, которые читают книги Аллаха Субханаху ва Та'аля и уставляют намазы и расходуют из того, что мы им наделили, скрытно и открыто. Что они хотят? Ярджуна тиджаратан лан табур. Они желают сделка, торговля, которая не окажется безуспешным. Успешной торговли они ждут. Те, которые читают Коран, молятся, делают пожертвования на пути Аллаха, они хотят от Аллаха Субханаху ва Та'аля сделка, которая не будет банкротившим, сделка, который не окажется безуспешным. Ибн Уthaymin говорит, рахмахуллах, чтение Корана есть два вида. Первый вид – моральное чтение. Как сказать моральное чтение? Это не просто его читать, это уверовать на Коран. И все, что Аллах Субхану Тааля требует с нас через Коран, принимать и делать. И оставить все, что Аллах Субхану Тааля нам запретил. Это считается, что мы Коран читаем. Морально читаем его. Все, что в Коране говорится, мы делаем. Второе чтение – это читать его, как обычно, которое известно, с буквами, через таджвид, хорошо читать, научиться. Это два чтения мы должны делать о мусульмане. С мудрости Аллаха Субханаху ва Та'аля, Аллах Субханаху ва Та'аля начал ниспускание этого Корана, отправить этот Коран к Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, самый благой и самый дорогой, почетное время. Это время Шахру Рамадан, месяц Рамадан. Как Аллах в Коране говорит: «Шахру Рамадан аллади унзиля фихи л-Коран». Удан линнас. Месяц Рамадан, который в нем было ниспослано Коран. Для чего? Удан линнас, чтобы она была верной руководством для людей. И начало Рамадан месяца, какой день это было? Это было Лейлатул Кадр. Как Аллах в Коране говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатил Кадр». Мы начали ниспослать этот Коран ночь предопределения. За это, братья мусульмане, мы должны стараться читать Коран. Это дорогой месяц. Потому что Коран будет заступничать за того человека, кто его читает. И также заступничает ураза, саум, пост. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хадис передает наш господин, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аби Умама, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: читайте Коран, поистине этот Коран придет в судный день заступникам для асхабихи, для своих друзей, имеется, кто его читает. Коран будет заступничать, и Аллах будет принимать его заступничество. И имам Ахмад рассказал в своей книге «Аль-Муснад» от Абдуллаха ибн Амр, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ас-сияму вал-Кур'ан», пост и Коран будет заступничать для раба в судный день. Пост ураза скажет: «О мой Господь, я его остановил от питья и от своих страстей. О Аллах, делай меня заступником за него, прими мое заступничество». Коран тоже так говорит: «Я его ночью остановил от сна, не дал ему спать, он ночью меня читал, и
и принимай же мое заступничество за него. قال فيشفعان. И Аллах Субхану Тааля принимает их заступничество. Чтение Корана – это большое, очень огромное поклонение. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хадис, который передает Ибн Мас'уд, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: кто прочитает одну букву из книги Аллаха Субханаху ва Тааля, за эту букву для него есть одно благое вознаграждение. Это вознаграждение би'ашри амсалих. Каждое вознаграждение тоже Аллах Субханаху ва Тааля увеличивает десятикратно. За одну букву получает человек 10 вознаграждений от Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалам: я не говорю алиф лям мим одну букву. Но говорит алиф харф, лам харф, мим харф. Это 3 буквы. Алиф лям мим, это 3 буквы, это 30 вознаграждений. Смотрите, братья мусульмане, за такое маленькое дело столько вознаграждения Аллах Субханаху ва Тааля дает. Тот банкротящий, тот человек, кто упустит это вознаграждение, которое Аллах Субханаху ва Тааля обещал. И также предает Абу Хурайра от Расулуллаха саллаллаху алейхи вассалам. Посланник Аллаха говорит: не собрались люди в доме из домов Аллаха, мечети, читая Коран и между собой его изучая, кроме как Аллах Субханаху ва Тааля к ним не отправляет ас-сакина, спокойствие. Спокойствие отправляет. Ва гашиятхумур рахма, и покрывает их своей милостью. Ва хаффатхумул малаика, и окружает их ангелы. Ва закарахумуллах фи ман инда, и Аллах Субханаху ва Тааля поминает их возле тех, которые находятся у него. Перед ангелом напоминает их, гордится ими Аллах Субханаху ва Тааля. Те люди, которые читают Коран, изучают его. Смотрите, столько вознаграждений Аллах Субханаху ва Тааля дает. И столько внимания дает. Отправляет к ним спокойствие. Покрывает их милостью. Окружает их ангелом. И поминает Аллах Субханаху ва Тааля пред тем, который находится у него. Пред ангелом. Чтец Корана, кто его читает без трудностей, с легкостью, Аллах Субханаху ва Тааля его вознаграждает большим вознаграждением. Передает Аиша радийаллаху анха, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: аль-махиру бил Коран, опытный Кораном, кто хорошо его читает, красиво читает. Это опытный Коран, чтец с кем будет? Ма'ас-сафаратил кирамил барара. С ангелами, послами, которые с этим ангелом будут почетными послами, ангелами, с ним будет Аллах, тот человек, который читает Коран легко, легкостью. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه, тот, кто читает Коран, и этом Коране ему повторяет несколько раз за то, что ему читать трудно, за то, что я его не выучил, не читал много раз, ему, который трудно ему это читать, وَهُوَ عَلَيْهِ شَقْ لَهُ أَجْرَانِ, этому человеку будет 2 вознаграждения. За то, что он старается читать, за то, что ему это трудно, 2 вознаграждения будет. Чтец Корана, который Коран читает, и сколько в этом дунье он старается его читать, столько же в судный день ему вознаграждение Аллах Субханаху ва Тааля дает. Как сказал Абдуллах ибн Амр радийаллаху анху, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалам сказал: юкалу ли сахибул Коран, говорит тому человеку, у кого Коран есть, кто Коран выучил, кто читает, постоянствует Кораном, постоянно дружит с Кораном. Ему говорит: икра вартаки вараттиль, читай, поднимайся и красиво читай. Кама кунта тураттилю фи дари дунья, как этот дунья ты красиво читал его Коран, читай здесь в раю. И последнее место у тебя в раю, последний аят, который ты прочитаешь. Ты читаешь и поднимаешься по ступеням рая, последнее место твое будет в раю, последний аят, который ты будешь читать. Это некоторые достоинства Корана.
которые мы рассказали из книги Аллаха Субхану ва Тааля, из слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Из-за этого, братья мусульмане, такие достоинства Корана не только Рамадан месяц, а все времена, а тем более Рамадан месяц намного больше вознаграждений за то, что это месяц сам является месяцем Корана, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждую ночь его читал с Джабраилом, алейхиссалям. Из этого читать Коран этот месяц и изучать его, читая его толкование, это является один из лучших деяний Рамадан месяца. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: не пойдет ли один из вас, говорит, до обеда в мечеть, изучить Коран или читать Коран? Из Корана 2 аята. Не весь Коран, просто пошел, зашел в мечеть, прочитал 2 аята, изучил 2 аята. Это ему, для этого человека лучше, чем 2 верблюда, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Чем 2 верблюда, лучше 2 аята, которые ты изучил. 3 аята изучить лучше тебя, чем 3 верблюда. 4 аята выучить, это лучше тебя, там благо тебя больше, чем 4 верблюда. И сколько бы аят ты не выучил, не изучил, и столько верблюдов у тебя будет. 100 аятов изучить лучше, чем 100 верблюдов в этом дуне. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался изучить Коран. И Аллах субхану ва тааля собрал для него Коран. Он его знал наизусть. И Аллах субхану ва тааля изучил его, отправил через Джибрила, алейхиссалам, понимание этого Корана, и отправил откровение к нему, чтобы он знал этот Коран и толкование, как пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит: Аллах субхану ва тааля дал мне Коран, ва мислюху ма'х, и столько же вместе с ним. Это понимание Корана. Из-за этого те, которые сейчас люди, которые не имеют никакого отношения к исламу, называя себя коранитами, это люди, заблудшие люди, если не покаются, они являются кафирами, которые говорят: нам хватает Коран, нам не нужны хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалам, нам не нужен толкование пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Кто говорит: нам Коран хватает, толкование нужен, он пол ислама только принимает. Этот человек не является верующим. Имам Бухари и Муслим передают от Ибн Аббаса, радийаллаху анху, что Джабраил, алейхиссалам, встречался с пророком, саллаллаху алейхи вассалам, каждую ночь Рамадана, пока Рамадан месяц не закончится. Он вместе с ним повторял Коран. Тот, кто Коран читает, ему является желательным ход не только Рамадан месяце, во всей своей жизни, месяц один раз его заканчивать. Если у него сила больше есть и времени больше есть, тогда его читать каждые 7 дней. И не увеличивать, чем это, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читайте Коран в месяц один раз. Абдуллах ибн Амру, он говорит: читай Коран в месяц один раз. И он говорит: я больше могу, у меня сила больше. Ему говорит: читай все 7 дней один раз и не увеличь, чем это. Не уменьшай. Меньше, чем это, кто читает. В другом хадисе сказано: меньше, чем 3 дня, кто Коран читает, он его не понимает. Уже он будет быстро читать, без понятия, что читает. Но наши салафы, ученые говорили, с этого хадиса и других хадисов в Рамадан месяце можно ее меньше, чем 7 дней тоже читать. Некоторые, большинство из салафов читали его 3 дня, каждые 3 дня один раз Рамадан месяц. Это, иншаллах, эти достоинства, которые мы рассказали про Корана, иншаллах, хватит для мусульман, для разумных людей, чтобы они, если до сих пор делали упущение чтения Корана, изучения Корана, или до сих пор не знают читать Коран, чтобы старался прочитать Коран, чтобы получить это вознаграждение. Некоторые спрашивают: перевод Корана читать, такое вознаграждение будет? Перевод Корана, толкование Корана читать, вознаграждение будет. За то, что ты ислам изучаешь. Но это вознаграждение, которое Аллах субхану ва тааля обещал за каждую букву 10-кратно увеличивать, это только когда ты Коран читаешь так, как ниспослано к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, на арабском языке. О Аллах, сделай Коран для нас весной для наших сердец. Сделай Коран для нас светом для наших душ. Сделай Коран, чтобы наши печали ушли. О Аллах субханаху ва тааля,
даруй нам Коран и дай нам силу, что мы его читали днем и ночью, в таком форме, как ты будешь довольствовать этим. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Дорогие мусульмане, каждый раз напоминаем, сейчас через несколько минут вы отпускаете уразу. Этот момент Аллах Субханаху ва Тааля отвечает за ваши дуа. Не забывайте нас в ваших дуах, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал нам понимание его религии и дал, что выучить этот Коран и понимать его. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа своему двоюродному брату Ибн Аббас. Пророк сказал ему: Аллахумма аллимху ат-та'вил ва фақихху фид-дин. Аллахумма аллимна ат-та'вил ва фақихна фид-дин. Я Раббаль Аламин. И не забывайте ваших братьев, ваших дуа. Газа, уйгуры и все остальные братья, которые находятся в данный момент в притесненном положении, которые находятся в тюрьмах этих тагутов. Пусть Аллах Субхану освободит их и даст нам победу над кафирами. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.